Ну вот 7 сентября в 5-м году, где-то вот вечером, вот, ближе к 6, вот, Слюстрович подошел, выпивший, предложил Илье вот выпить. А я как раз с братиком гуляла во дворе. Ему тогда было 1,5 года, а Илье 15. Мне 10. Мать была на работе. Это ее как первый день на работе. Ну, первый самый день ее смена. Вот с 8 утра до 8 утра вот график такой был через трое. Вот сейчас продолжу. Он Илью напоил, с водкой приходил, Слюстрович. А потом сделал вид, как будто он беспомощный, идти не может. Илья как бы ему поверил, он положил его спать на диване во дворе, ну, где они сидели, выпивали. Он лег спать, а Илья ушел в гараж. Ну, я вот домой с младшим братом. И через некоторое время, вот, ну, вскоре, вот, ну, примерно минут через 10, может, чуть меньше, я Андрея оставила в зале. Слюстрович ко мне подошел, ну, взял за руки и потащил в комнату. Одну фразу только помню: давай ложись спать. Это он тебе так говорил? Да, вот несколько раз. Я от него не понимала, что он хотел от меня. Тем более мне было 10 лет. Я вот как, ну, взрослые такие отношения не знала. Ну, не понимала. Он сильно руки тянет в сторону постели. Ну, он на кровать меня посадил, он сел. Я от него как вырвалась, ну, оторвала, потому что вот испугалась. Что-то вот, не знаю, почувствовала, может быть. Что-то нехорошее. Да. Тем более чужой мужик какой-то ложит меня в постель. Вот когда Илья зашел, он начал выгонять его Слюстровича, но он не смог выгнать, ну, как-то игнорировал его, Илью. Не хотел уходить. Ну и я, конечно, сел в автомобиль, поехал к матери на работу за помощью. И вот, и после этого, как еще раз Слюстрович ко мне домогался, приставал ко мне, и вот то же самое везде меня трогал. Ну, когда повзрослела, я поняла, что он от меня хотел тогда. Ну, я вырвалась от него, побежала в зал одевать Андрея. У меня мысль только бежать. У меня прям вообще. И он тут же подошел ко мне. Я Андрея вот одевала, себя одела там ветровку. Начал меня вот целовать, послюнявил меня. Щеки, шею, все. Прям противно было.
А потом начал домогаться за интимные места, это вот за грудь, за ягодицы, половой орган. И вот через некоторое время уже, как вскоре, вот, приехала мама с Ильей, мать его вот выгнала. А вот когда она зашла домой, ну, Селюстрович сразу, ну, как прыгнул на диван, притворился, как будто спит. А я также вот до сих пор в шоковом состоянии не могла ничего ответить. Не было там какой-то дискриминации, она же маленький ребенок, там как-то так. Нет, в основном адвокатши его там постоянно наезжали, там типа, да вот она больная, все такое. А что они хотели? В каком плане больная? В психическом, что ли? Ну, типа, ну, типа вообще вот. Ну, то есть попытка... Типа мама все настроила ее, типа все наврать. Если бы я тогда врала, то я бы это в 100 раз бы во лжи попалась, правильно? Вот. Я до Шивы рассказала все, как было. До Шивы это? Это следователь в 5-м году, которая была. Она искренне как поверила мне. Я про него даже знать не хочу, что у него, как там у него. Мне абсолютно плевать на него. Я даже в Табаге с ним сталкивалась вот с ним случайно, там в магазине или где-нибудь. Я сразу выходила с магазина, не стала там стоять и покупать. Ну, убегала там от встреч с ним. Так люди же знают, там в Табаге что произошло, они как реагируют на это? Как тебе, как ребенку, вот как... Ну, после того, как закрыли дело, ну, незаконно, в школе начали избивать. Тебя? Да, 3 года. Я сама не понимала, почему, за что. Это вот именно после преступления. Там обзывали там шлюхой, проституткой, там всяко разное. Да, я хочу, чтобы наказали его за все мои обиды, за семью, которую затравил после преступления. А как тебе кажется, почему он до сих пор на свободе вот ходит? Ну, слишком влиятельный человек. То есть у него бизнес, а Да, он вроде как кричал, типа, связи у него везде, деньги, то он даже к матери тогда, в 5-м году подходил, предлагал деньги, мать отказалась, ну, чтобы закрыть дело. При этом была еще свидетельница у нас была. А как вот публикация вот последняя? У Кабышевой, которая... Да. Я даже не хотела читать.
Мне со слов матери и так понятно, о чем там. Даже мою фамилию записали зачем-то. А его нет. Я не знаю, что там. Но я знаю, что там это моя фамилия там записана. И вот через некоторое время уже, как вскоре, вот, приехала мама с Ильей. Мать его вот выгнала. А вот когда она зашла домой, ну, Селюстрович сразу, ну, как, прыгнул на диван, притворился, как будто спит. А я также вот до сих пор в шоковом состоянии не могла ничего ответить. Вообще вот, как твоя семья вот на это все смотрит? Там написано было, что заработать на этом деньги хотели, вот как вообще вот. Это все неправда. Я и семья не хотим от него ни денег, ни материальных ценностей, ничего. Мы хотим только правосудия, чтобы его наконец наказали. И насколько примерно ты оцениваешь его наказание, глубину его? Ну, я бы хотела 8. Но если будет 4 года, пускай хоть 4 года, ну, чтобы наказан был.